Здравствуйте! В эфире выпуск новостей. Картину дня представят мои коллеги и я, Анастасия Маслова. Смотрите сегодня. Въезд в леса запрещен. В связи с пожароопасной обстановкой в Сибирском федеральном округе в Туве ввели режим ЧС. Человек со сложной, но интересной судьбой. Известный писатель и корреспондент Каракуске Кунзекович Чоду принимает поздравления с днем рождения. Первый профессиональный художник Тувы. В Кызыле открылась выставка легендарного Сергея Ланзы. Об этом и не только подробнее. В Туве введен режим ЧС. Такая мера была принята в связи с признанием обстановки, сложившейся на территории Сибирского федерального округа чрезвычайной ситуации межрегионального характера. Соответствующее распоряжение подписал глава республики Шалбан Караул. Напомним, что до этого на территории региона действовал особый противопожарный режим, введенный 24 апреля. Таким образом, органы управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации ЧС переходят на усиленный режим. Сохраняется запрет на пребывание в лесах и въезд в них транспортных средств за исключением лиц, выполняющих работы по противопожарному обустройству. Запрет на разведение костров, сжигание сухой растительности, отходов и мусора в лесах. Запрет выжигания сухой травы и разведения костров на полях. По поручению главы Тувы будут организованы лесные посты на ключевых точках. Их будет около 35. На сегодняшний день на территории Тувы действующих пожаров нет. В региональной службе гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций действует телефон горячей линии 3 16 16. Тува присоединилась к акции «Всероссийский день посадки леса». Она проводится по инициативе Федерального агентства лесного хозяйства с 2011 года во вторую субботу мая. За несколько лет по всей стране посажено огромное количество деревьев. Сегодня в природном заповеднике Тува на посадку леса вышли около 300 неравнодушных к природе добровольцев. И наша съемочная группа. Акции по посадке леса проходят при поддержке Государственного комитета по охране леса и лесничеств, которые берут на себя определение участков для посадки, готовят почву, обеспечивают посадочным материалом. Несмотря на выпавший снег, в этом полезном деле приняли участие более 30 организаций. Но все равно через несколько лет я буду сюда приезжать, и все равно я вот это, вот, который мы посадили, вот эту, вот постараюсь, чтобы от пожаров беречь от пожаров. Первым делом ветеран труда, сотрудник Болгазинского лесничества, показал участникам акции, как правильно посадить саженцы. Посадка производится парой человек, впереди идущий мечом пробивает посадочную щель. Раздвигает посадочную щель. Второй напарник вставляет саженец до корневой шейки. Далее с наклоном втыкаете меч и зажимаете корни, чтобы не было воздушного мешка. Место для посадки кедра или же сибирской сосны было выбрано заранее, ведь акция ориентирована на восстановление пострадавших от пожаров участков. Любители природы сегодня посадили 14 тысяч саженцев кедра. По словам сотрудников лесного хозяйства, через 80 лет на этом месте уже будет огромный кедровый лес. Сами же участники рады возможности принести пользу природе. Очень хорошо, что в нашей стране вот такая политика проводится. Поэтому мы здесь пришли с нашей организацией полным комплектом инструментов, чтобы участвовать в данном мероприятии. Наш коллектив Госкомохотнадзора активно принимает участие во всех акциях по посадке деревьев в том числе. А вот совсем недавно мы в городе посадили целую аллею березовую на одной из самых загазованных улиц рядом с большой трассой. И вот сегодня мы, как обычно, дружно приехали на территорию природного парка Тува, класса участка Тайга. Также в акции приняли участие будущие специалисты данной сферы. Для них это большой опыт, признаются студенты естественно-географического факультета ТГУ. Сегодня здесь узнали на мастер-классе, нам все объяснили, что как. Организаторы Всероссийского дня посадки леса надеются на то, что эта инициатива со временем станет настоящим праздником для всех граждан нашей страны. И у каждого жителя появится свое посаженное дерево, а лучше несколько. Ведь участие в подобной акции не только увеличивает площадь лесов, но и научит бережно относиться ко всему живому. Анастасия Маслова, Чинчисым Бугай, Ресхвалык, телекомпания «Новый век». Акция по посадке зеленых насаждений прошла и на прилегающей территории у нового корпуса Тувинского государственного университета в восточном микрорайоне столицы. Поддержать инициативу студентов и преподавателей приехал глава Тувы. Сняв деловой костюм и засучив рукава, Шалбан Караул принялся за работу, вооружившись лопатой. Студенты пообещали, что за новыми деревьями будет организован грамотный уход. Особую ответственность понесут первокурсники, конечно же, под руководством старших товарищей. Ректор Тувинского госуниверситета Ольга Хомушко поблагодарила
поблагодарила Госкомитет по лесному хозяйству и мэрию Кызыла за помощь в организации акции. Она отметила, что посадка ели они продолжают благоустройство не только внутренней, но и прилегающей территории. Всего в рамках месячника озеленения, по данным Госкомлеса Республики, силами трудовых коллективов, общественности и школьных лесничеств предполагается посадить в общей сложности не менее 2000 саженцев деревьев и кустарников. Основной посадочный материал – сосны, ели, береза, а также сирень, черемуха и другие кустарники. В Туве на практике заработали новые инструменты поддержки местных товаропроизводителей, значительно облегчающие им доступ к государственному и муниципальному заказу. Речь идет о принятом в конце прошлого года решении правительства республики ввести в перечень разрешенных госзакупкам товаров продукты питания, которым присвоен статус полезных для здоровья. В перечень полезных были включены, в частности, 4 вида таких продуктов, изготавливаемых тувинскими фермерами по уникальным технологиям переработки пищевого сырья, сохранившихся со времен кочевой цивилизации. Эксклюзивность таких продуктов в сочетании с повышенным спросом на них среди местного населения ставит тувинских животноводов, владеющих древними секретами их производства, практически вне конкуренции в системе государственных и муниципальных закупок. Благодаря этому на состоявшихся в конце апреля торгах кооператив «Лукем» впервые выиграл крупный по меркам малого предприятия контракт почти на 500 000 рублей. Он будет поставлять названные продукты в социальные учреждения. Как сообщили в Республиканском министерстве по регулированию контрактной системы в сфере закупок, спрос на данной категории товаров достаточно высок. Так, после внесения их в список разрешенных к закупкам по госзаказу только на Быштаг сумма заявок на 2017 год превысила 51 миллион рублей. 17-я межрегиональная универсальная выставка «Ярмарка Тува-Экспо» пройдет в столице республики с 26 по 28 мая. Весенняя ярмарка будет посвящена строительству, энергетике и ЖКХ. В этот раз изменилась локация. Она пройдет в спорткомплексе имени Ивана Ярыгина. Тува-Экспо проходит при поддержке регионального правительства, торгово-промышленной палаты и Министерства экономики Тыва. Помимо основного раздела будет работать площадка производителей товаров народного потребления, школьный базар и продукты питания. Организаторы обещают большой ассортимент товаров различных категорий, а также посетители могут получить консультацию у экспертов по всем сферам деятельности. Выставка Тува-Экспо – крупнейшая межрегиональная универсальная выставка республики. Уже больше 13 лет она собирает более 100 участников с различных регионов России. И о курсах валют. Доллар стоит 57 рублей 57 копеек, а евро 62 рубля 73 копейки. Сделаем небольшую паузу на рекламу. Вернемся в эфир буквально через минуту. Бабушка знает, где что покупать. Помидоры на рынке, а мясо у Семеновны. Технику-то дешевле в интернете. Смотри. Встраиваемый духовой шкаф «Электролюкс» всего за 17 990 рублей. РБТ.ру. Фабрика «Зонт» изготовит индивидуальную мебель от эскиза до установки из искусственного камня с фотопечатью на любом материале. Быстро и качественно. Горная 28 635 04. Праздник Победы в Великой Отечественной войне отмечаем все вместе. 9 мая прямая трансляция парада в Кызыле сразу на всех наших носителях. Телевидение «Новый век», интернет, YouTube, Тувинская единая служба информации, радио, Первая республиканская «Голос Азии» на 102,5 FM в столице, а также в районах республики. Включайтесь и встречайтесь. Великий праздник вместе с нами. Вы смотрите новости, продолжаем выпуск. Талантливый журналист, известный писатель, публицист. Сегодня свой день рождения отмечает Каракуске Кунзекович Чоду. Легендарный человек с трудной, но интересной судьбой. Большую часть своей жизни он посвятил журналистике. Более того, Каракуске Кунзекович – ветеран с самым большим на сегодня стажем в Союзе журналистов Тувы. В региональном отделении Союза собрались коллеги известного журналиста, чтобы поздравить его с днем рождения. Сегодня мы чествуем старейшину Союза журналистов Тувы России Каракуске Кунзековича Чоду. Он самый старший в нашей журналистике, в нашем творческом союзе по возрасту. Сегодня ему исполнилось, вы не поверите, 81 год. А в Союзе журналистов, начиная с Союза журналистов СССР, он уже 49 лет. И 49 лет жил вот по этому уставу Союза журналистов
СССР. Как отметила заместитель председателя регионального отделения Союза журналистов Тувы Надежда Антуфьева, Каракузский Чоду – человек-легенда с тяжелой судьбой. Он рано лишился матери и остался сиротой при живом отце, которого незаконно репрессировали. В юном возрасте ему пришлось буквально выживать, но он не сломился, а стал одним из самых известных журналистов Тувы. Работал в различных изданиях, создал газету «Улуким», автор многих книг. И в этот день коллеги не могли не поздравить старейшину с днем рождения. Этот подарок только что изготовлен. И полный комплект, журналистский набор, вы получаете первым из всех журналистов Тувы. Какой день рождения без праздничного торта, его имениннику вручила председатель регионального отделения Союза журналистов Эльвира Лифанова. Не удивляйтесь, что здесь не 81 свечка, а всего одна, потому что вы у нас как свеча, тот человек, который зажигает огонь, добро в сердцах других людей. Такой сладкий подарок, по признанию мастера пера, ему дарят впервые. Сам же Каракузский Чоду подарил Туве множество своих проникновенных и талантливых работ. Он пример для подражания, говорит министр информатизации и связи Тувы Рустам Грицюк. Вы не просто профессионал, мастер, вы наставник и учитель. Оставайтесь таким же наставником, учителем, профессионалом, полным творческих идей, силы. Мы на вас равняемся, мы вас любим и ценим. Дай вам Бог здоровья, счастья и большого уважения. В этот день поздравления не прекращались. Коллеги говорили имениннику теплые слова и дарили подарки. А уже за праздничным чаепитием Каракузский Чоду делился планами в профессии. Ведь, несмотря на свой почетный возраст, он продолжает творить. Анастасия Маслова, Буян Аюн, телекомпания «Новый век». На протяжении всего 2017 года акционерное общество «Тыва Энергосбыт» проводит конкурс среди потребителей электрической энергии, физических лиц и добросовестный плательщик. Сегодня энергетики подвели итоги второго этапа конкурса, который приурочен к празднованию Дня Конституции Тувы и Дня Победы. В конкурсном отборе принимали участие все потребители, своевременно исполняющие свои обязательства по оплате за электроэнергию. Наша съемочная группа побывала на награждении победителей. Программа генерации случайных чисел, отобранных для розыгрыша лицевых счетов добросовестных плательщиков, выбрала 3 победителей. В составе жюри представители из ТВ «Энергосбыт», ТВ «Энерго», а также Сбербанка. АО «ТВ Энергосбыт» продолжит поощрять добросовестных плательщиков и в дальнейшем. Подведение итогов 3-го этапа конкурса намечено на август и будет приурочено к празднованию Дня Республики. В итоге победителями 2-го этапа конкурса были признаны Кадарчи Койгумай из села Сукбажи, Аясад из Чадана и Марта Даржай из села Шекпер. Условия для участников – это своевременное исполнение потребителями своих обязательств по оплате, отсутствие фактов взыскания задолженности в суде и краж электроэнергии. Нам очень приятно получить приз за своевременную оплату электроэнергии. Рекомендуем всем жителям участвовать в акции ТВ Энергосбыта и выиграть в следующих этапах конкурса. Как отмечают организаторы конкурса, добросовестные потребители – это надежная опора для энергосистемы Тувы. Благодаря им предприятия могут осуществлять свою задачу нести свет в дома жителей республики. Энергетики призывают всех потребителей своевременно производить оплату за электроэнергию, и у каждого будет шанс стать счастливым обладателем памятного приза от акционерного общества ТВ «Энергосбыт». Диана Баимгус, Лев Маркарян, телекомпания «Новый век». А в Центре русской культуры состоялся концерт-конкурс среди энергетиков Тувы. Общее количество сотрудников организации «ТВ Энерго» более 800 человек. Такое мероприятие проводится впервые. Организаторы конкурса надеются сделать это традиционным. Подробности далее. Объявляется благодарность за многолетний добросовестный труд, профессиональное мастерство, внесение значительного вклада в развитие топливно-энергетического комплекса республики. И в связи с празднованием 72-й годовщины окончания Великой Отечественной войны Раздобрею Евгению Петровичу. Конкурс начался с награждения. От Министерства топлива и энергетики Тувы благодарственными письмами отметили Евгению Раздобрей, Владимира Большакова и Анатолия Измайлова. Всех энергетиков республики хотел поздравить наших ветеранов, пожелать им крепкого здоровья. И, соответственно, хотел всех поздравить с наступающим праздником, Днем Великой Победы. Ветеранам еще раз хотел пожелать крепкого здоровья, счастья, благополучия в их семьям. Ну и, соответственно, чтобы молодежь помнила об этом, не забывала и, соответственно, отмечала и достойно это событие, которое будет у нас проводиться 9 мая. Профсоюз МРСК «Сибирь» наградил сотрудников акционерного общества ТВ «Энерго» почетной грамотой Виктора Четкина, а Галину Назырбан и Александра Черноусова благодарственными письмами за многолетний и добросовестный труд. Приятно, конечно. Не забывают. Поздравляю всех ветеранов 72-й годовщины и
желаю здоровья, всего наилучшего. Сегодня перед строгим жюри и перед ветеранами ТВ-Энерго выступают работники предприятия. Среди них есть и трактористы, и операторы, специалисты Центра управления персоналом, а также инженеры Центра управления сетями. Супруги Доржу – команда не только на сцене, но и по жизни. Галина и Анатолий работают вместе в АО ТВ-Энерго трактористом и уборщицей помещения. А вот группа певиц «Попурис» секции реализации услуг преподнесли на суд жюри и ветеранам целую череду песен о военных годах. Наш конкурс, мы выступление готовили, 2 недели у нас получилось, то есть полная репетиция. И мы хотели сделать подарок нашим ветеранам, и не только нашим ветеранам, и всем труженикам тыла. И надеемся, что наш номер понравился. Первое место получили Татьяна Дандар и Адыжа Раптан за свою песню о Республике Тыва. Оба работают операторами группы транспорта электроэнергии Центрального района электрических сетей. Всех участников конкурса зрители отблагодарили бурными аплодисментами. Диана Баембулус, Лев Маркарян, телекомпания «Новый век». Его имя знают многие. Он один из основателей Тувинского отделения Союза художников, идейный вдохновитель создания Кызылского колледжа искусств, первый профессиональный художник Тувы. Сергей Ланза – легендарная личность и художник с большой буквы. Увидеть его работы все желающие могут в Доме художников, где открылась персональная выставка мастера. Сергею Ланзе в этом году исполнилось бы 90 лет. Легендарного художника помнят не только его потомки. Память о нем чтят его коллеги-художники, те, кто считает творчество Сергея Ланзе поворотным моментом в истории изобразительного искусства Тувы. Он участник всесоюзных и зарубежных художественных выставок. Работал в разных жанрах – станковая живопись, пейзаж, портрет, книжная графика, натюрморт. Особое место в его творчестве занимают работы, связанные с историей Тувы. Произведения Ланзе находятся в фондах Национального музея имени Алдан-Мадары Республики Тыва, картинной галереи Республики Калмыкия, Музея изобразительного искусства Республики Бурятия, Иркутского художественного музея. На выставке представлено много интересных живописных портретов. Созданные Ланзе яркие образы современников, писателей, композиторов, простых рабочих, чабанов, медсестер. Сейчас новости короткой строкой. Пенсионеры из Тувы выступят в финальном конкурсе 7-го Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью, который пройдет в Санкт-Петербурге с 25 по 27 мая. Республику на этих соревнованиях будут представлять победители регионального этапа чемпионата. Ими стали Светлана Намчилова из Пихемского района, признанная лучшей среди начинающих пользователей, и казулчанка Чичикма Андар, оказавшаяся самой сильной в категории уверенных пользователей. 30 апреля стартовали перевозки отдыхающих в Крым по единому билету, сообщили в РЖД. Поездку по единому билету возможно совершить в 7 городов Республики Крым. Это Керчь, Симферополь, Севастополь, Феодосия, Судак, Евпатория и Ялта. Такие мультимодальные перевозки продлятся до конца сентября включительно. Для проезда в города Республики Крым и в обратном направлении пассажиру необходимо оформить билет на официальном сайте РЖД. 7 мая в Кызыле состоится массовый велопробег. Он посвящен 72-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. В велопробеге может участвовать любой желающий. Главное, чтобы участнику было не меньше 14 лет. При себе необходимо иметь заполненную заявку для участия, велосипед и отличное настроение. Мероприятие начнется в 11 часов на дорожке здоровья. Сбор участников состоится возле Хурет Сеченлинг. В Минздраве Тувы можно получить возмещение расходов по оплате проезда до места лечения и обратно. Возмещение полагается гражданам, направленным в медицинские учреждения за пределами республики для оказания высокотехнологичной и специализированной медицинской помощи. В случае, если проезд не оплачен заранее фондом социального страхования. Такого рода льготы предоставляются людям с ограниченными возможностями здоровья и несовершеннолетним детям, страдающим редкими заболеваниями. Проезд маленьким пациентам оплачивается даже если помощь не является высокотехнологичной или специализированной. Президент России Владимир Путин заявил, что эффективность превентивных мер и борьбы с лесными пожарами станут дополнительной проверкой управленческих способностей губернаторов. В ходе видеоконференции по теме ликвидации последствий пожаров он также сообщил, что намерен лично приехать в Сибирь с проверкой того, как восстанавливаются пострадавшие территории. Глава МЧС России доложил, что наиболее сложная обстановка с лесными пожарами по-прежнему складывается в регионах Сибири, где горят не только леса, но и населенные пункты. В этом году ситуацию серьезно осложняет погода.
И о погоде, что нас ждет завтра, расскажет моя коллега Муза Черепанова. Здравствуйте, в эфире прогноз погоды, в студии Муза Черепанова. И вначале о нашем спонсоре. Спонсор прогноза погоды – магазин «Мне розы». И как всегда они радуют нас своими потрясающими и неповторимыми букетами. Сегодня это нежные розы. Если и вы хотите порадовать близкого человека, поздравить кого-то с днем рождения, а может у вас скоро торжественное событие, в магазинах «Мне розы» вы найдете великолепные композиции из свежих цветов. Мини-розы 40 рублей, розы российские 90, розы эквадорские 120 рублей, а также прекрасные хризантемы от 110 рублей. Магазины «Мне розы» находятся по адресам Ленина 58 и Кичиола 18. Доставка по городу бесплатна. Наверное, нет ни одной женщины, которая бы не улыбнулась, глядя на подаренный ей букет роз. Цветочный магазин «Мне розы» предлагает великолепные композиции из нежнейших эквадорских роз всего за 120 рублей. Мы принимаем оплату любым удобным для вас способом. И самое главное, мы единственный магазин цветов в городе, который работает круглосуточно. Ваша женщина достойна жить в гармонии с красотой. И наша миссия – быть вам в этом полезным. Ну а теперь о погоде на выходные дни. Наконец-то потеплеет и можно будет погреться под лучами весеннего солнца. В субботу днем будет ясно, температура составит плюс 20, плюс 22 градуса. Вечером и ночью за окном плюс 15, плюс 13 градусов Цельсия. Ветер южный 4 метра в секунду. Геомагнитное поле спокойное, влажность воздуха 35%. Атмосферное давление 705 миллиметров ртутного столба. В воскресенье 7 мая днем будет ясно, температура будет держаться на отметке плюс 20, плюс 21 градус. Но уже к вечеру погода изменится, будет пасмурно, ожидаются небольшие осадки. Температура воздуха плюс 17 градусов. Ночью дождь. Температура опустится на 2 градуса, на улице плюс 15. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Геомагнитное поле спокойное, влажность воздуха 55%. Атмосферное давление 699 миллиметров ртутного столба. На сегодня это все. Спасибо за внимание и до новых встреч. Первое республиканское ФМ-радио «Голос Азии» готовится встретить Всероссийский день радио, который будет 7 мая. Ведущие готовят разнообразную программу, 6 часов прямого эфира в новой студии. Живая музыка в исполнении группы и ведущих радио. Долгожданные гости. Ожидается приезд известного всем человека, имя которого ведущие держат в секрете. Включайте свои радиоприемники на волну 102,5 FM в Кызыле или слушайте радио в интернете. На этом все. Если что-то пропустили, смотрите новости также на YouTube-канале Тувинская единая служба информации. Спасибо, что были с нами. Всего вам доброго.